Это телеканал Якутия-24. Прямой эфир. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Добрый вечер. Сегодня в программе. Незваные гости. В Алданском районе зафиксированы случаи появления медведей рядом с поселениями. Как избежать встречи с хозяином тайги и что делать, если это все же произошло? 30 рублей за наличные. С 1 июля подорожает проезд в маршрутке. С чем это связано и готовы ли жители города к такому повороту? Поварское дело. Выпускники Якутского технологического техникума сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Какие задачи стоят перед участниками и что их ждет при успехе? Встретить детей по-новому. В Алдане идут работы по ремонту детских садов. В каких учреждениях делают капитальные, а где косметические? В Роспотребнадзор против предпринимателя в Нерингре продолжают проверку работы предприятия по производству алкоголя. Возможный нарушитель вину категорически отрицает. Для малышей от 4 до 6 в Покровской детской школе искусств откроют подготовительное отделение. Каких преподавателей пригласили в качестве кураторов из Москвы? Повреждение кабеля стало причиной кратковременного отключения света в Якутске в районе улиц Ярославского и Орджоникидзе, а также на территории Старого города. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. Как сообщили в пресс-службе Якутскэнерго, причина повреждения кабеля выясняется. Ну а комиссия Русгидро расследует аварийное отключение на запущенной около полугода назад Якутской ГРЭС-2. В компании считают, что аварии не были связаны с отключениями в электросетях из-за непогоды. Комиссия предполагает, что это были отдельные технологические нарушения, и их одновременный характер является совпадением. О причинах говорить рано. Напомню, предметом расследования стали отключения 28 мая во время сильного ветра, дождя и грозы в столице. Бухгалтер Северо-Восточного федерального университета несколько лет подряд обкрадывала учреждение, пользуясь служебным положением. В ее должность входило начисление стипендий, пособий, денег на питание студентов-сирот и другие обязанности, связанные с финансами. Общая сумма причиненного вреда составила 14 миллионов рублей. Это дело рассмотрел Якутский городской суд. В течение длительного периода времени ею с использованием банковских счетов пластиковых карт, оформленных на имена своих родственников и отчисленных студентов университета, путем незаконного начисления стипендий и иных выплат, путем внесения ложных сведений в платежные ведомости, а также иными способами похищено более 14 миллионов рублей. Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал женщину виновной в совершении преступления и с учетом полного признания вины и частичного возмещения причиненного вреда, положительных характеристик, отсутствия судимости, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Кроме того, судом удовлетворен иск образовательного учреждения о возмещении причиненного ущерба на сумму более 13,5 миллионов рублей. По делу пьяного паромщика на переправе Алекминск-Заречный проводится проверка. Госнадзор ведет расследование, проверяются все причастные к этому инциденту. Напомним, на днях в социальные сети попало видео. На записи видно, как капитан судна пытался зайти на собственный борт в состоянии сильного опьянения. Это возмутило пассажиров. На сегодняшний день транспортной полиции уже изъяты материалы соответствующие, и ЛОРПом, объединенным речным пароходством, на сегодняшний день принят приказ по расследованию данного инцидента, и проводятся мероприятия по выявлению причин и так далее, по которым будет принято решение вплоть до увольнения действующего капитана данного судна. На сегодняшний день перевозка осуществляется, произведена замена судовладельца, капитана, и перевозки на данном маршруте выполняются бесперебойно. В Алданском районе зафиксированы случаи появления медведей рядом с поселениями. В поисках пищи животные рыщут на свалках и порой даже забредают в жилые дворы. Наш корреспондент в Алдане Татьяна Вахнина о том, как избежать встречи с хозяином тайги и о том, что делать, если это все же произошло.
Эти кадры на мобильный телефон сняли жители Алдана, возвращавшиеся от устья реки Селекдар в город. Медведь с интересом рассматривает проезжающие машины. А это видео сделано в поселке Лебединый. Хозяин тайги забрел во двор в поисках провианта. Мишку привлек запах тлеющего мусора. К городам и поселкам хищников гонит голод. В июне щедроты батюшки леса еще не созрели. За июнь месяц официально письменных обращений было на сегодняшний день 3. Это подрядная организация, 2 обращения было по строительству газопровода «Сила Сибири» и от главы города Томот Саверюхи было по факту появления медведя близ населенного пункта Илунах. Встречи с хищниками для человека, как правило, неожиданные. Многие панически боятся даже представить подобную ситуацию, а некоторые убеждены, увидеть в лесу живого хищника едва ли возможно. Их же особенно, когда они голодные, бояться надо. А так-то они людей-то не трогают, если на них не трогаешь. Их не трогаешь, они не будут трогать. Сотрудники природоохранных ведомств советуют не отправляться на природу в одиночку. Больших шумных компаний звери сторонятся. Встретив медведя, не следует как паниковать, так и проявлять излишнего героизма, чтобы не привлечь к себе внимание зверя. При встрече желательно не убегать, как бы потихонечку назад отходить, не отворачиваться от него. Ну и как бы если там будет какая-то добыча медведя, либо там туши павших животных, ни в коем случае не подходить. Представители Комитета охраны природы подчеркивают, огнестрельное оружие в качестве защиты можно использовать только в том случае, если хищник забрел во двор. Применение ружья в дикой природе есть не что иное, как охота, а на нее необходимо разрешение соответствующих структур. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Курение у подъездов хотят запретить. В первом чтении Госдума планирует рассмотреть такой законопроект. Как известно, уже 5 лет в России действуют антитабачные нормы, запретившие курение на территориях школ и больниц, спортивных учреждений, объектов культуры. Нельзя курить и в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, на подвалах, технических этажах домов, а также на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты. Но у подъездов курить пока можно. Особенно недовольны этим жители нижних этажей, которые не могут открыть окна из-за табачного дыма. Парламентарии предлагают ввести запрет на курение на расстоянии менее чем 10 метров от входов в подъезды. В 42 квартирах в Ниренгринском районе отключают горячую воду. Как сообщают в Ниренгринской ГРЭС, к такой вынужденной мере компания прибегает из-за долга в более чем 3 миллиона рублей. В компании отметили, что 180 потребителей, получив уведомление об отключении горячей воды, внесли в кассы теплосбыта более 1,5 миллиона. Также сообщили, что о крайних мерах собственников уведомили заранее, поэтому должники имели достаточно времени для решения этой проблемы, сообщает предприятие. А вот общий долг потребителей столицы региона за теплоэнергию превысил 1 миллиард рублей. Такую сумму озвучили в Якутскэнерго. В компании отметили, что долги могут помешать получить паспорт готовности к следующему отопительному сезону. Также в отношении потребителей и должников применяются меры, включая ограничение подачи энергоресурса. В ближайшее время планируют ограничить теплоснабжение более 300 потребителей юридических лиц, долг которых превышает 240 миллионов рублей, сообщили в Якутскэнерго. Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении субсидий россиянам с низкими доходами, покупающими лекарства первой необходимости. По мнению авторов законопроекта, если на оплату жизненно необходимых и важных лекарств человек тратит более 10% своего дохода, то государство должно компенсировать ему эти месячные затраты. При этом выплачивать компенсации малоимущим предлагается из региональных бюджетов. Субсидии могут выдаваться как на покупку лекарств, так и в виде компенсации за уже понесенные расходы на лекарства. В Алдане идут сезонные работы по ремонту детских садов. Где-то намечен капитальный, где-то косметический. С планами этих учреждений ознакомилась наш корреспондент в Алдане Татьяна Вахнина.
В детском саду «Снежинка» простой недопустим. Через 2 недели садик должен принять воспитанников, и все работы, которых осталось еще немало, необходимо закончить. Впрочем, 1,5 десятка педагогов, работающих на ниве ремонта, убеждены, они все успеют в срок. Зимний сад полностью преобразился, в игровых и спальнях произведены побелка и покраска, в нескольких группах заменена сантехника и перестелен линолеум. Осталось кое-где доклеить обои и отремонтировать мебель. Все успеваем, все работаем, все в текущем режиме, без аврала. Все успеваем. Вот стирали ковры, погода подвела, но я думаю, что будет погода, еще достираем все ковры наши. Ну, какие не постираем, помоем моющим пылесосом, слава богу, у нас есть. Красим, белим, шпаклюем, двигаем мебель, ремонтируем. Ну, все такие текущие работы. Не так страшен сам ремонт, сколько подготовка к нему и уборка фронта работ. Детский сад «Крепыш» закрылся на 3 летних месяца. В июне большинство педагогов ушли в отпуск. Оставшиеся 4 сотрудницы начали подготовительные работы. Они упаковывают игрушки и постели, передвигают мебель и закупают отделочные материалы. У нас подготовка к ремонту идет. Убираются группы, готовится все, просушка, стирка, все паласы стираем. В «Крепыше», как и в «Снежинке», ремонт ведется силами сотрудников. Алена Ивакова работает в саду 5 лет. Этот ремонт для нее не первый. На амбразуру отделочных работ педагоги и нянечки бросаются ежегодно. Ремонт у нас проходит замечательно. Коллектив у нас сплоченный, дружный. Мы все так быстро делаем, если, конечно, есть материал. С наступлением лета на ремонт закрылись 4 городских садика. Уже в июле они примут воспитанников, а фронт отделочно-реконструкционных работ развернется в 6 детских садах. На лето 2018-го в дошкольных учреждениях района запланированы в основном текущие ремонты. Капитальные работы будут произведены в 2 садах Тамота. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. 30 рублей за наличные. С 1 июля подорожает проезд в маршрутке. С чем это связано и готовы ли жители города к такому повороту? Поварское дело. Выпускники Якутского технологического техникума сдают экзамен по стандартам WorldSkills. Какие задачи стоят перед участниками и что их ждет при успехе? Для малышей от 4 до 6 лет в Покровской детской школе искусств откроют подготовительное отделение. Каких преподавателей пригласили в качестве кураторов? Это Якутия-24, прямой эфир и итоги дня. Айсен Николаев завершил 2-дневную рабочую командировку в Нерюнгринский район. Сегодня он посетил объекты нефтеперекачивающей станции номер 19 и Эльгинское месторождение. Накануне руководитель региона отметил, что его развитие является очень перспективным проектом, и руководство Якутии будет способствовать его успешной реализации. По словам Николаева, развитие крупных проектов тянет за собой малый и средний бизнес, что поможет созданию высокого уровня городской среды. Отметим, что Эльгинское угольное месторождение крупнейшее в России. Запасы угля составляют 2,2 миллиарда тонн. Добыча там началась в 2011 году в августе. Более 1 748 миллионов рублей получит и Якутия на реализацию 7 проектов. Такое распоряжение разместили на сайте правительства России в программе распределения трансфертов между дальневосточными регионами. Средства выделят для капитального ремонта детской поликлиники в городе Нерюнгри. Далее в сфере образования признаны приоритетными 3 объекта. Это школа на 275 человек в Якутске, Тампонская районная многопрофильная гимназия на 220 человек в Хандыге. Также предусмотрена модернизация материально-технической базы для 6 учреждений на территории республики. Предусмотрены деньги на многофункциональный спортивный зал в Среднеколымске. А в сфере жилья предполагается реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в городе Нерюнгри. Льготный лизинг для малого и среднего предпринимательства появится в Якутии. Региональную лизинговую компанию планируют запустить в августе текущего года. Она будет предоставлять в лизинг оборудование по ставкам 6% годовых для отечественного оборудования и 8% для импортного. Об этом рассказал заместитель гендиректора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Максим Любомудров на встрече с молодежью Якутска. Также он рассказал о мерах господдержки малого и среднего бизнеса и возможности предоставления информации через цифровые каналы.
Одна из таких ключевых для нас тем и новость для региона – это создание региональной лизинговой компании. Мы ее создаем совместно с регионом, то есть корпорация поддержки малого и среднего предпринимательства проинвестирует 1,5 миллиарда рублей, а регион 500 миллионов в создание новой структуры, сфокусированной на работу с малыми предпринимателями. Жительницы Мирного, награжденные знаком «Материнская слава», могут получить помощь по проезду в городском транспорте. Причем начисление производится на весь год. Также льготы могут получить учащиеся школ, но кроме летних каникул. Для получения такой помощи необходимо подать документы в отдел социальной политики городской администрации Мирного. Ну а в Якутске, как известно, с 1 июля проезд в маршрутке будет стоить 30 рублей за наличные. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров выяснил, с чем это связано и готовы ли жители города к такому росту цен в общественном транспорте. Как относитесь, вот, с 1 июля повышение цен будет на 5 рублей на проезд в автобусах? Как к этому относитесь вообще? Ну, конечно, отрицательно. Ну, это сильно дорого. Почему каждый раз так должны повышать-то? Ну, ладно, это я как бы пенсионер и имею льготный проезд. А другим-то как? Пешком ходить. Дорого считаете, да? Да, конечно. Многие горожане, конечно, недовольны. Повышение цен всегда будоражит население. И вместе с тем отметим, что на 5 рублей дорожает проезд на общественном транспорте только за наличный расчет. А вот стоимость проезда по проездным билетам сильно не изменилась. То есть 60 поездок, срок действия 30 дней у нас будет стоить проездной билет 1000 рублей. Это 16 рублей 60 копеек. 2 месяца, 60 дней проездной билет также остается. 60 поездок он будет стоить 1100 рублей. Это одна поездка 18 рублей 33 копейки. 40 поездок, стоимость номиналом будет 20 рублей 800 рублей проездной билет. И можно также будет приобрести 20 поездок со стоимостью 450 рублей, 22,5 рубля. Как отметили в отделе организации и контроля транспортной деятельности администрации города Якутска, повышение цен связано с обновлением автобусного парка, так как цены на содержание и покупку нового общественного транспорта существенно повысилось. 2 года не было повышения, сейчас в данный момент произошло повышение. Оно когда-то все равно должно было быть. Это, во-первых, нужно для того, чтобы обновить автобусный парк перевозчиков. То есть сейчас у нас один автобус среднего класса стоит порядка 5 миллионов рублей, что не для каждого это доступно, предпринимателя, да? Они вынуждены брать лизинг, а лизинговый платеж – это проценты. Вместе с тем горожанам предложат новые способы оплаты за проезд. Возможность есть сегодня оплачивать с любых устройств, как с новых банковских карт, это PayPass, Payway с приложениями, NFC-технологии, это создать виртуальную карту или запросить QR-код. Уже сегодня горожане и гости столицы могут скачать приложение «Транспортная карта Якутии» на своих смартфонах и создать виртуальную карту. И уже с 1 июля могут оплачивать через них проезд в общественном транспорте. Всю подробную информацию о тарифах можете узнать на сайте yakutsk.rf. Дмитрий Тымыров, Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. В России тем временем ужесточат стандарт транспортного обслуживания. Для всех автобусов, троллейбусов и маршруток документ предписывает наличие кондиционера и печки. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя. Изменения утверждены распоряжением Минтранса России. Также в стандарте сказано, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан. И хотя стандарт носит рекомендательный характер, его исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков. Центры трудоустройства людей старшего возраста могут появиться в регионах страны. Минтруд порекомендовал территориям открывать в центрах занятости населения специальные подразделения, которые помогали бы пожилым людям находить работу. Службы занятости и сейчас занимаются трудоустройством россиян предпенсионного и пенсионного возраста. Они могут направлять их на переобучение или повышение квалификации, давать бесплатные консультации, оказывать услуги по профориентации. Но теперь эту работу планируют усилить. Выпускники Якутского технологического техникума сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Экзамен проходит в компетенции поварское дело. Какие задачи стоят перед участниками, что их ждет при успехе? Сюжет Александра Зубехина.
2 дня, 3 рабочих зоны, 3 будущих повара-кондитера, 6 блюд. За каждое участники получают баллы. Задача за 11,5 часов – показать свой профессиональный уровень. Если наш участник, к сожалению, во время не уложится, то блюдо его к оценке не будет представлено. Соответственно, он получит минимальное количество баллов. Вообще, по компетенции задание состоит из 3 уровней сложности. Студенты данного техникума выбрали средний уровень сложности, то есть максимальное количество баллов, которые они могут получить, это 75 баллов. В оценке участвует 9 экспертов, представителей работодателей. Всего 3 группы экспертов. Из них 2 оценивают организацию рабочего места, сложность выполнения работ, режимы температуры хранения продуктов. 3 оценивает вкусовые качества блюд и их внешний вид. Я работаю уже свыше 6 лет. Шеф-поваром больше 3 лет. Если человек, участник, очень себя хорошо проявил, мы можем предложить ему, конечно же, свою работу. Какой он подходит больше всего. Кондитер, горячий, холодный. В чем он лучше справляется? С помощью видеокамер посмотреть экзамены и оснащение площадки могут будущие абитуриенты и их родители. А также это нужно для того, чтобы экзамен был максимально прозрачным. Работы, которые выполняют студенты, должны соответствовать той сложности и тем требованиям, которые на сегодняшний день предъявляются к выпускнику. Благодаря тому, что мы показываем наших ребят, да, какие они у нас все красивые, что они умеют всем пользоваться, что они достаточно все творческие личности, мы привлечем в эту профессию действительно заинтересованных абитуриентов. Тех ребят, школьников, младших классов, средней школы, выпускников школы, которые действительно на протяжении всей своей жизни захотят вот именно посвятить этой профессии, которая всегда приносит радость людям. Помимо диплома о среднем профессиональном образовании, каждый участник этого экзамена получает Skills-паспорт. Он действует в 15 странах, которые подписали соглашение с Союзом WorldSkills и дает преимущество при трудоустройстве. Александр Зубехин, Илья Сыромятников, Якутск. Проект Русского географического общества под названием «Плавучий университет» на реке Ленев начал 2-й сезон. В этом году утвержден новый маршрут Якутск-Витим-Якутск с остановками в населенных пунктах. Цель – изучение социокультурной среды, экологического состояния бассейна реки Лены, просвещение населения в области географии, экологии, истории и культуры. Сегодня в длительное плавание на теплоходе отправились 24 человека. Это ученые, географы, мерзлотоведы, историки, врачи и преподаватели. Студентка Томского государственного университета геолого-географического факультета. Мы закончили 3-й курс, и нам нужно было проходить производственную практику. Мы решили, что будем проходить эту практику в Якутске, в Институте мерзлотоведения. И когда мы сюда собирались, нам предложили поучаствовать в плавучем университете. От чего просто не могли отказаться, потому что это потрясающая возможность. С нового учебного года в Покровской детской школе искусств планируют открыть подготовительное отделение для малышей от 4 до 6 лет. Делают это для раннего развития у детей музыкальных способностей и навыков игры на инструментах. В качестве кураторов нового отделения в Покровск пригласили преподавателей знаменитой Московской музыкальной школы имени Гнесиных. Подробнее передает наш корреспондент Виолетта Засимова. Максим Шаталкин и Ольга Кудрякова – партнеры во всем. Вместе они составляют фортепианный дуэт с множеством наград на международных конкурсах. Владеют частной детской школой искусств столицы нашей Родины, а также являются любящими супругами. В далекую Якутию они приехали, чтобы оказать помощь в организации работы нового направления для Покровской детской школы искусств и попутно обучить юных якутских дарований игре на фортепиано на базе летнего музыкального лагеря. Мы с супругом набрали детей с нуля. Это дети от 4,5 до 8 лет. Мы планируем на основе вот этой летней школы открыть подготовительное отделение для детей 4-6 лет. Они пойдут не в 1 класс, они пойдут в это подготовительное отделение, и за год они подготовятся к 1 классу. Предполагается, что в конце года на вступительных экзаменах они будут играть уже 4 произведения, крупную форму, полифонию, этюд и пьесу по модели Гнесинской школы, и будут уже вступительные испытания серьезные.
Помимо руководства собственной частной школы искусств, Максим Шаталкин и Ольга Кудрякова преподают игру на фортепиано в Московской музыкальной школе имени Гнесиных, в которой подготовительное отделение для малышей действует много лет. Стоит отметить, что о необходимости раннего развития у детей музыкальных способностей также упоминается в концепции действующего проекта первого президента Михаила Николаева «Музыка для всех», с которой ознакомились столичные гости. Мы были, кстати говоря, несколько дней назад в его музее в Актемцах и тоже очень впечатлились вот этому всему размаху и действительно вот такой дальновидности Михаила Ефимовича. И то, что сейчас по всей республике проходит и музыка для всех, и рисуем все, да, и сейчас, по-моему, и еще шахматы там, и так далее. То есть это действительно есть возможность у детей любых возрастов приобщаться к музыке, к искусству, к живописи и развивать себя разносторонне. В данный момент приглашенными преподавателями ведется набор детей в новое отделение. Ольга Кудрякова посетила уже несколько детских садов города Покровска. Помимо этого, супруги готовятся к благотворительному концерту в помощь пострадавшим от паводка жителям Хангаласского улуса. Концерт состоится 22 июня в здании Покровской детской школы искусств. Вместе с ними в концерте примет участие оперная дива солистка Государственного театра оперы и балета имени Сурона Амаллона Людмила Кузьмина. Виолетта Засимова, Алексей Дьяконов, Хангаласский улус. Сегодня в Петербурге пройдет матч второго тура группового этапа на чемпионат мира по футболу между сборными России и Египта. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Одна из главных интриг матча, помимо, собственно, результата, в том, сыграет ли звезда египетской сборной Ливерпуля Мохаммед Салах. Скорее всего, он все-таки появится в старте. Эксперты считают его лучшим игроком мира по итогам сезона. Так что пожелаем еще большей удачи нашей сборной. По нашему якутскому времени матч в 3 часа ночи. Тем временем эрмитажный кот-предсказатель Ахилл спрогнозировал победу сборной России над Египтом. Во время очередного сеанса он уверенно выбирал миску с кормом, которая стояла рядом с российским флажком. Для чистоты предсказания в этот раз Ахиллу насыпали корм из одного и того же пакетика и выпустили кота в удалении от мисок, но он сразу направился к российскому флагу и съел из миски весь корм. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.